Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 29 июня. Это у нас с вами понедельник. Смотрим на колоде пасьянс. Это пасьянс цыганский. Все знаки зодиака от овнов до рыбок в одном видео. Влиять у нас с вами на этот день будут два старших аркана: Отшельник и Иерофант. Оба таких серьезных дядечки, которые уже прожили длинную жизнь, получили много опыта. Поэтому в этот день будет интересен тем, что мы можем найти ответы на какие-то очень сложные вопросы. Вот тут в колоде есть такое событие, как ключик. Вот как раз кому будет выпадать ключик, это будет показывать, что вы найдете ключи от закрытых дверей. То есть те ситуации, где у вас были застой, проблемы, сложности, вот в этот день они могут решиться. Ну, мы сейчас посмотрим, у кого так проиграется. Первый овны, понедельник, 29 июня, события дня. Как пройдет этот день для овнов? Какие будут события? Покажите мне, что интересненького будет у овнов. Тайная встреча. Первое, что я вижу. Ножницы. Вот, пожалуйста, решение вопроса. Шарики нельзя. Рыба, скользкое дело. Слезы. Машина. Череп. Так, корона. Общение с влиятельным человеком, это у нас Иерофант может быть. Так. Здесь не вижу. Нет. Ну и вроде бы нет. Получается, у вас выпадает на понедельник тайная встреча, может быть, решение вопроса, может быть, и видите, встреча с каким-то влиятельным человеком, возможно, с ним решится вопрос. Дальше, кстати, еще вместе с черепом это может быть врач, здоровье, врач, дорога, может быть, слезы, опять же, слезы и череп, это может быть, допустим, какая-то острая боль. И рыба. Самое главное предупреждение — это рыба. Скользкое дело. Остерегайтесь разного рода там аферистов, мошенников и так далее. Видите, как отшельник. Перед тем, как делать шаг, перед тем, как на что-то соглашаться, нужно сначала осмотреть место, да, прощупать почву и только потом делать какие-то шаги. Поэтому тут вот надо быть вам осторожными. Опять же, рядом со здоровьем ложится. Да, скользкое дело и здоровье. То есть со здоровьем тоже надо быть осторожными. Там ничего лишнего не кушать, там проверять срок годности там, и так далее. В общем, вот такие события. Предупреждение, слезы, рыба, здоровье у вас на понедельник. Благодарю за внимание. Переходим к тельцам. Так, тельцы. Ой, хотела убрать. Уже убрала. 29 июня. 29 июня. Тельцы, события дня. Тельцы, понедельник. Как для них пройдет понедельник? Первый колокольчик. бабочка,
Что больше ничего не вижу. Угу, кровать есть. Не балуют как-то вас событиями особо. Так, здесь, ага, есть еще расческа. Бокал. Здесь нет, и здесь слезы. А, вот еще домик был. Не увидела сразу домик. Значит, смотрите, дельцы, первое событие было пустые разговоры, болтовня, колокольчик в этот день, деловой разговор может быть, события в семье, дома, бокал, какой-то праздник, мероприятие, ну и пустые разговоры тоже сюда, неприятность, слезы, предупреждение. Для вас вот эти две карты могут проиграться как какой-то опыт, который получен через неприятность, так что осторожно. И видите, и с бокалом рядом, то есть это возможно еще будет связано с этим событием. И интимная связь. Кровать выпала. Ну, кровать еще иногда показывает просто желание, не знаю, там подольше поспать, раньше лечь, усталость, там и все такое. Так что вот такие события для вас. Какое-то событие, разговоры, ну и самое главное, предупреждение. Постарайтесь избежать неприятностей. Или если вы уже в нее попали, то нужно вынести из нее какой-то урок для себя, получить опыт. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Так, близнецы. 29 июня. События дня, близнецы. Ключ. Вот как раз у вас, близнецы, выпал этот самый ключ. Еще и первым событием. Так что для вас понедельник будет очень важным. Решится какой-то вопрос. Смотрите, еще и рядом месяц. Вопрос, возможно, вопрос, к которому вы несколько раз подходили. Какой-то цикличный. Угу, да, еще и ножницы. Все в ваших руках, решение вопроса. Причем тут важно не ждать по вот этим событиям, а именно действовать, что-то делать в этот день. Дерево. Чашка чая. Так, слезы. Ну, горизонталь, вертикаль я не вижу. Значит, получается, ключ однозначно показывает, что этот день будет для вас важным. В этот день откроются для вас какие-то новые возможности благодаря вашим действиям. Месяц показывает событие, которое постоянно повторяется, и оно будет снова, да, 29 июня. Решится какой-то вопрос, приглашение, гости будут и слезы. Но слезы, они не обязательно показывают слезы печали, это могут быть и слезы радости. Это просто такие сильные, сильные эмоции. Еще яблоко иногда показывает соблазн. Вот если брать, например, иерофанта, да, то может проигрываться, как, например, вас соблазняют на что-то, а по иерофанту вам нужно устоять перед этим соблазном. Так что, ну, пример, да, вот гости выпали, может быть, там какой-то очень вкусный тортик, а вы на диете, да, карта, и карта соблазна. Говорит, вас специально манят этим тортиком, а вы должны устоять. Так что будут высшие силы проверять вас на вот эту вот слабость. Так что такая информация для вас на понедельник. Благодарю за внимание. Переходим мы к ракам.
Так, раки. 29 июня. События дня раки. Так, смотрим, раки, как для вас пройдет понедельник. Опять яблоко, представляете, уже 4-й знак подряд. Тайная встреча, подарок, весы и маска еще тоже могла быть. Но я первые весы увидела. Если увидели маску, это может быть обман. Роли. Кто-то играет какие-то роли. Или вы играете роли. Прибыль. Сундук. Так, ну давайте еще тут смотреть, что у нас есть с вами. Есть ножницы. Угу. Решение вопроса. Опять же, благодаря отшельнику. Нет, нет. Есть колодец. Колодец. И здесь нет. Ну, значит, смотрите. Из негативного выпадают очень сильные переживания, очень глубокие, и слезы. Поэтому тут прям, не знаю, что-то может вас сильно расстроить в этот день. Дальше сложный выбор будет. Подарок. Подарят вам, да, либо вы, не знаю, подарите презент, подарок. Тайная встреча, прибыль будет и решение вопроса будет. То есть, в принципе, много хороших событий есть. Типа прибыли, решение вопроса, подарка. Но есть вот одно какое-то разочарование, но непонятно от чего. Больше ничего не выпало. Может быть, это даже вас и не будет особо касаться, да, как-то там, не знаю, кого-то из окружения, родственников будет касаться, вы будете, например, за них переживать. Ну, в общем, день пройдет, будет видно. Благодарю за внимание. Также раки, кто родился 29 июня, у вас весь год пройдет под влиянием аркана отшельника и аркана иерофант. Поэтому это такой, знаете, год ответа на вопросы по отшельнику. Ну, и, в принципе, это год такой изоляции, когда мы больше погружаемся в себя, изучаем свой внутренний мир, там ищем ответы на вопросы типа там, зачем я родился, какое у меня предназначение там, и так далее. Интерес к религии может быть, к эзотерике в этот период. То есть вот когда мы фокус внимания смещаем с внешнего, да, вот там, с задачи, с дел больше на себя. Вот такая вот история. Значит, так как я не пишу прогнозы на сентябрь, говорю, октябрь, на субботу-воскресенье, давайте проговорим, кто родился у нас, получается, 28 и 27. Я не проговорила в пятницу, по-моему, может, проговорила, я уже не помню. Значит, кто родился у нас 27-го? 27-го это у вас будет идти год под влиянием аркана Колесница и Императрица. Поэтому те, кто родился в субботу, это прям вот у вас будет год такой очень стремительный, активный. Это развитие, это переход на новый уровень там, в работе, в отношениях. То есть это прям год движения, да, вот, в отличие, например, от тех, кто родился в понедельник. А для тех, кто родился в воскресенье, у вас будет год идти под влиянием аркана Справедливости и Император. Вот для тех, кто родился в воскресенье, у вас больше год будет связан, там, не знаю, с покупкой недвижимости, с ремонтами, с вопросами, там, вопросы с документами какие-то могут возникать, с родом, родителями. Ну, вот больше в этом направлении там будет, потому что император у нас отвечает за наше жилье и отца.
а справедливость отвечает за документы, права, наследство там, и так далее. И еще справедливость – это карма. То есть еще вот в этот год человек может получать по заслугам, в зависимости от того, как он провел предыдущие годы. Если этот год он такой, он неоднозначно, он может быть сложным, а может быть легким. Вот если он сложный, это значит, что человек много там натворил всякого разного, и поэтому теперь расплачивается. А если вы жили как бы хорошо, все делали правильно, то этот год будет очень позитивным, классным для вас. Это для тех, кто в воскресенье родился. Так, ну хорошо, вроде бы никого не забыла. Смотрим дальше, что у львов. Левушки, поехали. 29 июня. Понедельник, события дня, львы. Угу. Первая роза выпадает. И тут же мечи. Подкова. Конверт. Либо второй вариант, шарики еще можно было сделать. Подарок. Машина еще есть здесь. Дорога на свидание. Так. Угу. Череп есть. Возможно, смотрите, может быть какой-то конфликт у вас, который вас может истощить по черепу. Выпить из вас все соки, может этот конфликт. Так, здесь нет и здесь нет. Получается, в этот день у вас, львы, дорога может быть, приятная встреча какая-то, типа свидание, приятная встреча, получение новостей, информации, там, либо это может быть получение посылки, документа, что-то получите. Удача, подарочек, как бы классные события. Из минуса два события. Это выяснение отношений, конфликт. Опять же, рядом со свиданием выпало. То есть, может быть, там, не знаю, пошли на романтическое свидание, в итоге там поругались, понимаете? Поэтому это может быть предупреждение. Ну, опять же, по отшельнику и иерофанту всегда вот в этот день нужно держать язык за зубами. Нужно вот перед тем, как что-то сказать, нужно сначала подумать, а потом говорить. Поэтому, может быть, удастся избежать конфликта. И здоровье еще тоже. Череп показывает, что в этот день могут быть какие-то вопросы по здоровью. Может, вы уже записаны на какие-то процедуры к врачу, там, в стоматологию, на массаж. И просто вот череп выпадает и говорит, будешь заниматься в этот день здоровьем своим или здоровьем близких. Тут как бы по-разному может быть. Ну, каким-то образом вы столкнетесь с медициной в этот день. Так что вот такие вот события для вас. Благодарю за внимание и переходим к девам. Так, девы. 29 июня. События дня. Дева, сейчас, секунду. Так, смотрим, значит, Дева. 29 июня, понедельник. События дня. 29 июня, понедельник, Дева. События дня. Угу. Так, вижу замок. Кораблик. Сердце. Шарики. Машина.
дом. Угу. Книга. Также, значит, смотрим, что у нас с вами здесь. Мечи есть. Первое негативное событие Девы. Здесь нет, здесь нет, нет, нет. Здесь вроде бы не вижу. Одно только негативное. Получается, в этот день может быть тайная, откроется какая-то тайна, информацию какую-то узнали, которую не знали до этого. Может быть дорога, события дома в семье, хорошие новости, общение с друзьями, ожидания. Ну, ожидание, кстати, может быть связано с друзьями, потому что рядом выпали. Ожидания, друзья, дорога, хорошие новости, события дома, посещение госучреждения. Может быть, в госучреждении будете ждать. И конфликт. 2 меча. 2 разных мнения, да, которые не совпадают. Поэтому с кем-то еще можете ругаться, доказывать, да, у вас там свое мнение, вы будете на нем настаивать. Поэтому вот это вот предупреждение. Опять же, по отшельнику это всегда совет, вот перед тем, как ругаться, да, перед тем, как что-то сказать, сделать какой-то вывод, там, съязвить, дать оценку, вот лучше как бы помолчать, посчитать до 10, подумать и потом только сказать. И тогда, возможно, удастся избежать этого конфликта. Вот такая вот. То есть, знаете, как по отшельнику нужно быть мудрее в этот день и не вестись на разного рода провокации и действия других людей. Так что, Дева, такая информация для вас. — 29 июня, Весы, понедельник, события дня. Так, Весы смотрим, понедельник для вас. Колокольчик сразу, первое событие. Пустые разговоры. Якорь. Угу, бабочка. Угу, любовь. Домик. Весы. Цветочек нельзя, жаль. Так, ну здесь не вижу. Значит, смотрите, что у вас выходит. Пустые разговоры, болтовня в этот день. Остановка надолго, где-то на несколько часов, может быть, по якорю. Потому что, видите, как раз ничего не происходит. Дальше все хорошо в личной жизни, любовь. Деловой какой-то разговор, общение. События в семье, дома и сложный выбор. Возможно, сложный выбор, связанный с домом, так как они выпали друг за другом. В общем, никаких плохих событий у вас нет. Тут очень такой спокойный день, много общения, любовь, все такое. Ну, единственное, вот сложный выбор. То, что вы не любите делать, выбирать, вот это, конечно, будет для вас минусом. Благодарю за внимание и переходим к скорпионам. Скорпионы. 29 июня. 29 июня. Понедельник. Скорпионы. События дня.
Цыпленок пропустила. Цыпленка. Также есть еще роза, понедельник. Угу. Флаг есть, хорошо. О, удача тоже хорошо. Интимная связь. Так. Еще есть молния. Здесь нет. Значит, у вас выпадает на понедельник какая-то приятная встреча, может быть, роза. Забота, уход о ком-то в этот день, цыплята. Ну, семейная жизнь, время, проведенное в кругу семьи. Дальше победа в работе, в делах, достижение, победа, успех. Интимная связь, отношения, удача вам будет сопутствовать. И вас ждут какие-то новости, которые могут вас просто ошарашить. По молнии, это, знаете, как гром среди ясного неба. Это может быть как хорошая, так и плохая новость. Какая? Ну, как бы пока неизвестно. О, еще, смотрите, нашла мешок с деньгами. Нашла еще. Вот, возможно, как вариант, эта новость, она будет связана с деньгами. Вот, может быть, так, видите, рядом. Ну, так как рядом удача, может быть, это какая-то новость там о получении какой-то суммы, на которую вы не рассчитывали. Там, ну, в общем, не будем строить догадки. Этот день покажет. Ну, точно какая-то новость вас сильно удивит в этот день. Ну, в целом, так, да, хороший день. Удача, приятные встречи. Благодарю за внимание, скорпионы. Переходим к стрельцам. Стрелец. 29 июня, понедельник, события дня. Угу. Колодец, первое событие. Дерево. Солнце. Бабочка. Чашка чая. Будильник. Флаг. Свиток нельзя. Ну, горизонталь, вертикаль я не вижу. Значит, у вас в этот день есть одно негативное событие. Это колодец. Колодец всегда показывает сильные глубокие переживания из-за чего-то в этот день. Не знаю, рядом, в принципе, только приглашение. В общем, будете сильно переживать в этот день. Дальше приглашение выпадает. Радость. Ну, как бы переживать будете недолго, потому что, видите, тут есть от печали до радости буквально несколько часов. Приглашение, радость, победа в работе, в делах, деловой разговор. Вот опять же, может быть, деловой разговор, который пройдет очень результативно. Время. И гости еще есть. Гости и время. Ну, время будильник часто предупреждает нас о том, что в этот день могут там какие-то встречи переноситься, откладываться, могут быть какие-то несостыковки по времени. Поэтому готовьтесь к тому, что вот со временем нужно будет быть осторожным. Может быть, из-за этого и разочарование, что вот как-то все не стыкуется. Поэтому давайте себе запасы по времени.
И тогда все обойдется, все будет хорошо. Благодарю за внимание. Переходим к козерожкам. Так, козероги. 29 июня, события дня, козероги. Угу, сразу же выпадает друг. Сердце. Свиток. Цыпленок. Либо еще второй вариант, лебедь, верность. Тоже можно соединить. Дерево. Машина. Семейная поездка, может быть. Цепь. Нерешенный вопрос. Угу. И разочарование. Следующее. У вас тут зато в личной жизни все хорошо. Свидание, поездка, семейная жизнь, приглашение. В делах не очень, а в личной жизни хорошо. Лавровый венок, успех. Может быть, у вас в делах попозже будет все нормально. Сразу как-то вот оно не складывается. А ближе к концу дня наладится. Ну, больше ничего не вижу. Получается, смотрите, выпадает общение с друзьями, приглашение, поездка, семейная жизнь, приятная встреча. То есть какие-то такие личные события, они очень позитивные. Дальше, что у нас выпадает по делам? Деловая встреча выпадает, нерешенный вопрос, разочарование и успех. Ну вот по ощущению, что как будто бы будет какая-то важная встреча, сразу вопрос не решится, вы расстроитесь, а потом пройдет какое-то время и, да, вот как бы карта успеха, результата. То есть как будто бы та сторона передумает, что ли, может быть. А может быть, это разные события. Да? То есть в одном, допустим, встреча пройдет неудачно, вопрос не решится, а в каком-то, да, в другом там деле, в другой задаче будет успех. Вполне может быть. Ну, одно вот предупреждение есть, да, что может быть нерешенный вопрос, и у вас может быть сильное разочарование от этого. Такие события для вас, козерожки. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. — 29 июня, водолеи, события дня. Так, первое событие друг, и это неудивительно, что это именно у вас. Маска. Может быть, с какого-то друга будут сорваны маски. У вас часто в окружении там миллион людей, половина из которых на самом деле не друзья. Скользкое дело, колокольчик, пустые разговоры. Месяц. Угу. Свиток.
рыба. Здесь не вижу. Значит, смотрите, что выходит у вас. Выходит в этот день общение с друзьями, пустые разговоры, болтовня, деловая встреча, ссора, обман, скользкое дело. Поэтому однозначно есть предупреждение. Скользкое дело и обман. Люди играют роль, одевают на себя маски, да, и пытаются, не знаю, там обманывать вас. Ссора и события, которые имеют цикличность. Возможно, кстати, уже такой обман был. Что-то похожее было, как вариант. Так что будьте осторожны. Вот есть одно предупреждение, что вы можете стать жертвой каких-то мошенников, аферистов и обманщиков в этот день. Особенно, да, вот если это какая-то деловая встреча, важный момент, и там басни Крылова вам расскажут, вы поверите и потом попадетесь на их удочку. Так что будьте осторожны, водолеи. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Остались у нас рыбки. 29 июня. События дня рыбы. Друг, первое событие. Маска. Друзья в маске. Череп, болезнь, здоровье. Возможно, маска и здоровье будет проигрываться как косметология. А друг, кстати, это может быть мастер, с которым у вас хорошие отношения. Не чужой человек, а кто-то вот там из знакомых, с кем вы хорошо общаетесь. Солнце, радость. Ну, похоже, да, похоже, что вот эта тема здоровья, это больше связано с внешностью у вас. Потому что, это, видите, это радость приносит. Угу. И еще есть цыпленок. Ну, либо время, проведенное в семье, дает ощущение счастья. Так, а здесь нет. Значит, смотрите, что выпало. Выпало общение с друзьями, подружками в этот день. Семейная жизнь, время, проведенное в кругу семьи. Радость, хорошее настроение. Тема здоровья. Это может быть болезнь. Либо это может быть, допустим, запись к какому-то врачу. Вы записаны, идете. То есть тут по-разному может медицина проиграться. И маска. Ну, основное значение это, конечно, обман. Когда люди надевают на себя маски, играют роли рядом с нами. Ну, может быть, как я говорю, что это может быть, не знаю, там косметология типа. Еще маска иногда проигрывается посещением там кинотеатра, театра, каких-то представлений там и так далее. Там, где, опять же, люди играют роли. Может, ну, может и так проиграться у вас. В общем, вот такая вот информация. Благодарю за внимание, рыбки. Жду вас на своих новых видео.